Добрый вечер, наши дорогие телезрители. Сегодня весь день мы празднуем первую круглую дату для нашего телеканала. Нам исполнилось 5 лет. И этот итоговый выпуск новостей мы проведем для вас в непривычном, но не менее приятном формате. С вами в студии Сергей Михедов и Надежда Саханская. Телеканал «Якутия-24» празднует первый юбилей, 5 лет в эфире. За это время мы прошли действительно многое и продолжаем вещать о самых актуальных событиях. И не только. Надежда, вот ты когда начала смотреть канал «Якутия-24»? Смотрю давно, но не с самого старта. Уверена, что и ты не знаешь, Сергей, с чего все начиналось. Поэтому предлагаю погрузиться в историю. Наша коллега Галина Чекурова расскажет, с чего началось. Будет рассказывать зрителям самые свежие новости и события в стране и республике. Это случилось 1 февраля 2018 года. В Якутии появилась возможность на любом телевизоре на 21-й кнопке смотреть первый информационный круглосуточный телеканал «Якутия-24». В 2018 году руководство телекомпании поставило задачу создания полноценного телеканала. Руководство компании поставило вопрос о том, чтобы необходимо разделить языки. В нашей республике два государственных языка – якутский и русский. Поскольку НВК Саха вещает в основном на якутском языке, была поставлена задача создать такой же канал, только вещающий на русском языке. В самом начале мы начинали только как информационный канал, а со временем назрела необходимость создать не просто информационный, но и дополнить ее еще и развлекательным контентом. Вещать начали здесь. Ранее тут находилась столовая компании, но в кратчайшие сроки помещение было полностью переоборудовано, запустили технику и выпустили первые эфиры новостей телеканала. Именно за этими окнами творится история «Якутия-24». В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Правда, в то время программ было мало, но это была альтернатива федеральному телевидению. В новостях жителям Якутии предоставлялось больше проверенной и достоверной информации касаемо республики. Было создано большое количество развлекательного контента. Были тревоги, были споры, даже слезы были. Честно скажу, было страшно, потому что ответственность зашкаливала. И, знаете, нам хотелось, чтобы было все идеально. Я думаю, что у нас это получилось. Главный рецензент в этом случае, конечно же, наш телезритель, ему судить. И сегодня мы российский региональный телеканал, с гордостью это повторяю, который не уступает многим телеканалам центральных городов нашей страны. Конечно, в первую очередь гордость вызвал флагманский продукт любого телеканала – новости. В этой редакции работали и продолжают работать люди с совершенно другим восприятием жизни. Они как скипидаром смазаны, и им совершенно не сидится на месте. Корреспондент, она очень разнообразная, интересная. Не зря мы выбрали эту профессию, так как каждый день мы узнаем разные новости. Начиная от сельского хозяйства, заканчивая до правительственных совещаний. День у нас начинается обязательно со съемки. Иногда бывает, что съемка в 8 часов или в 9, а у некоторых бывает и прямо с самого утра, с 6 часов утра, и заканчивается день у нас поздно-поздно вечером. Иногда съемки стоят даже в 10, в 11 вечера, ну когда как. Также с первых дней вещания телеканал активно зашел в интернет с аналогичным сайтом. Ведь в 21 веке невозможно существовать исключительно на телеэкранах. Мы решили выйти в онлайн. Теперь наши проекты и сюжеты можно посмотреть практически во всех социальных сетях, а также с помощью мобильного приложения. Наши сюжеты и программы начали набирать миллионы просмотров. К 2023 году только в Ютубе нас посмотрели более 10 миллионов человек. Чем мы занимаемся сегодня? В первую очередь, конечно же, это продвижение продуктов телекомпании и телеканала «Якутия-24» в том числе, и создание своих собственных медиапродуктов, и, так скажем, привлечением новой аудитории и для портала телеканала «Якутия-24», и для самого телеканала. Безусловно, наблюдая за все эти 5 лет то, как меняется канал, и то, как меняются люди, которые работают, и более того, как меняются люди, которые его смотрят, невозможно не отметить и качественные изменения, и в том числе по просмотрам в интернете, это тоже можно легко отследить, что зрители нас смотрят за эти 5 лет и смотреть стали еще больше.
Наш телеканал вещает во всех крупных городах республики. Также мы есть в цифровом вещании и в смарт-приложениях. Сейчас на телеканале работает более 100 человек. Работают филиалы в 20 районах и городах республики, и даже во Владивостоке и Москве. Мы производим программы, и мы не собираемся останавливаться. Галина Чекурова, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Казалось бы, такой короткий срок, всего 5 лет, но уже достигнуто многое. И теперь мы не только новостной канал, но и делаем развлекательный контент. Даже запустили грандиозный телепроект «Танцуй». Действительно, еще мы умеем делать добрые дела. Каждый год в день рождения Якутии-24 это стало доброй традицией. Сегодня в течение выпуска мы познакомим вас с героями сюжетов, которым мы помогли на протяжении 5 лет, и покажем, как они живут сейчас. Также в честь юбилея телеканала мы решили сделать дополнительно 5 добрых дел. Вы, наши телезрители, можете принять участие в этом. В течение дня на ваших экранах был QR-код благотворительного фонда «Харысхал». Перейдя по нему, вы смогли помочь детям, которые нуждаются в помощи. И можно сказать, в первую очередь мы посетили сегодня республиканскую специальную коррекционную школу-интернат для учащихся с нарушениями речи. В гости к детям наши коллеги приехали не с пустыми руками. Сотрудники республиканского телевидения привезли красивые и полезные подарки. А вместе с подарками наши делегаты передали воспитанникам речевой школы и тепло наших сердец. Насколько теплой была встреча, расскажет Анна Пшенникова. Когда праздник приходит и к тем, кто дарит подарки, и к тем, кто их получает, радость увеличивается многократно. Именно такая атмосфера царила на встрече воспитанников речевой школы и представителей Якутии-24, которые в день рождения телеканала приехали к ребятам в гости. К 5-летию канала совместно с нашими партнерами из компании «Профи», лично Андреем Анатольевичем, Высоких, провели небольшой конкурс, любительский конкурс среди столяров. И те вещи, которые мы получили на выходе, общим решением мы решили передать в дар интернату, именно интернату речевой школы, поскольку здесь всегда найдется им применение. На самом деле замечательное изделие – это журнальные столики, подставка для игровой приставки и обувная тумба, которые могут применяться по универсальному очень назначению. Адресатом подарков речевая школа стала не случайно. Буквально на днях будет введено в эксплуатацию новое здание школы на 120 мест, а вместе с ним и корпус интерната, способный обеспечить комфортное круглосуточное проживание целой сотни ребятишек. Поэтому мебельные презенты станут для новоселов полезным дополнением интерьеров. Мы не можем выразить словами, вот ту большую радость от того, что мы заселяемся в новый интернат. Радость наша бесконечна. У нас очень большие планы по развитию наших детей, и мы готовы претворить в жизнь все наши поставленные задачи. Я выражаю благодарность огромную от лица моих воспитанников, моих работников, руководства, коллектив канала «Якутия-24» за проявленную инициативу, за доброе дело в отношении нас. Подарки понравились и педагогам, и детям. Воспитанники интерната оценили подаренную мебель и уже наметили планы по ее дальнейшей эксплуатации. Очень красивые. Я думаю, мы будем за ними читать, уроки делать. Мне очень нравится то, что в нашей школе очень много подарков делают, и я очень ценю таких людей и, наоборот, беру опыт. Поздравляю ваш телеканал с 5-летием. Желаю вам дальнейшего успеха. Пусть у вас будет все в гору. Я очень люблю смотреть новости на вашем канале. 1 февраля телеканал «Якутия-24» отмечает свой день рождения. Но и после праздника череда наших добрых дел продолжится. Ведь в число наших задач, помимо новостей, входит дарить радость людям. Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Якутск. Вера и взаимовыручка очень важны в жизни каждого человека. Одним из наших добрых дел за это 5-летие стала помощь Анастасии Литвиновой из Ленска. Тяжелая болезнь в прошлом году застала Настю в самый неожиданный момент. А как вообще можно быть готовым к недугам? И сегодня у нашей героини снова появилось желание жить. Предлагаем вспомнить эту трогательную историю. В этот юбилейный день для канала хочется вспомнить уникальную историю Анастасии Литвиновой, которая, к счастью, закончилась благополучно. Произошла она в прошлом году. И ни одного из жителей Ленского района, да и всей республики, она не оставила равнодушным.
Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Мы неоднократно снимали сюжеты про историю молодой линчанки, которая в прошлом году тяжело заболела. В начале года она попала в реанимацию. После санрейсом ее отправили в город Якутск. Там провели 3 операции, но поставить точный диагноз медики республики так и не смогли. Направили девушку в Новосибирск, где причина недуга была сразу выявлена. Не сразу же установили диагноз и поставили в очередь на тяжелую операцию, которая проходила в городе Москве в имени Бурденко, академика, в хирургическом отделении. Когда была проведена операция, были назначения по лечению. Изначально импортные дорогостоящие препараты Анастасия приобретала сама. Своими средствами она оплатила и первую операцию. Но на дальнейшее лечение требовались огромные деньги, которых у семьи Анастасии больше не было. И тогда Алена Мальцева, в то время женщина была руководителем детской библиотеки, где работает девушка, объявила сбор денежных средств. Проводились благотворительные концерты и ярмарки. Линчане переводили средства на счет девушки, кто сколько мог. К удивлению Насти, нужную сумму удалось быстро собрать. Поступление на счет 50 рублей, поступление на счет 10 тысяч, поступление 100 тысяч, поступление 100 рублей. Она говорит, я, во-первых, ничего понять не могла, что происходит, откуда все эти деньги. И я задала ей только один вопрос. Настя, ты после этого можешь опустить руки? И она четко ответила, что нет. Права этого я не имею. Если, говорит, пришли 50 рублей, то есть понятно, что это пенсионерка, да, отправила своей пенсии 50 рублей, веря в меня, как я могу не поверить сама в себя. И вот после этого у Насти появилась какая-то вот такая вторая жизнь, она поселилась и в нас, поселилась в ней, и мы стали бороться дальше. Сегодня Анастасия благодарна всем, кто помог ей в сложный момент ее жизни. Кто-то поддержал словом, кто-то средствами, но все дали ей сил на выздоровление. Был мужчина, который отправил 100 тысяч рублей. К сожалению, я не могла выяснить, кто этот человек. Я думаю, что, возможно, он увидит этот репортаж. Я очень ему благодарна и всем людям желаю, чтобы эти деньги вернулись в 100-кратном размере. Как всегда говорится, добро оплачивается. Помимо неравнодушных людей, Анастасии помогла районная администрация. Ей выделили 500 тысяч рублей. Средства на лечение собирали на работе мужа и самой Анастасии. Никто не остался в стороне. Помогали ей и люди, и учреждения, и предприятия. Нам очень хорошо помогла телекомпания НВК «Саха». Неоднократно мы встречались, рассказывали о том, как у нас идут дела, для чего это все нужно, как идет сбор средств. И потом, благодаря сюжету, люди узнавали о том, что происходит. И я думаю, что это тоже внесло значительный вклад в то, что деньги были собраны. Благодаря вере и взаимопомощи Анастасия сегодня жива. Впереди, конечно, еще реабилитация, но главное, что болезнь отступила. Мы не просто вернули жизнь Насте, мы вернули жизнь ее дочери, мы вернули жизнь ее мужу, мы вернули жизнь ее родителям. И мне кажется, это настолько приятно, это настолько хорошо, что я ни одного дня не жалею прожитого в прошлом году, ни одной своей бессонной ночи я не жалею, потому что это все было не зря. Сегодня Настя поверила в себя, вышла на работу, участвует в мероприятиях, копит средства на восстановительно-реконструктивную операцию, после проведения которой она станет такой же, как и прежде, до болезни. Главное, что несмотря на пережитый сложный период, она не перестала быть такой же доброй, отзывчивой и любящей людей. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжаем говорить о добрых делах в наш юбилей. Помощь, о которой мы расскажем далее, не могла состояться без участия нашего канала. На окраине Якутска находится социальная столовая, в которую предпринимательница Ирина Гузова вложила душу, несколько лет своей жизни и крупную сумму денег. В столовую приходят граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Продолжение темы в следующем сюжете. Спасибо огромное. Да еще я могу бегать еще до туда, поэтому, все равно спасибо в любом случае.
Очень приятно. Первая и единственная на всю Якутию. По своей инициативе и совершенно бескорыстно Ирина Агузова на протяжении нескольких лет ведет свое благородное дело. Сюда не только за комплексным обедом, но и за возможностью общения приходят одинокие пенсионеры, инвалиды и малоимущие граждане. Все по заранее составленным спискам. Однако в связи с суровыми морозами зимой посетителей здесь гораздо меньше. Тетрадочка, где мы всегда ведем учет, сколько у нас пришло людей. Да? Вот, допустим, на той неделе в субботу было 43. Да? 19-го это было 42, 17-го это было 38, да? 14-го это 40 было человек. То есть, а вот в декабре, допустим, 22 декабря 52, 52, 42, 32. Все зависит. Зимой зависит все от погоды. На помощь столовой приходят неравнодушные граждане с разных районов республики. Большую поддержку также оказывают и волонтеры. Помогают простые люди. И если бы не простые люди, мы бы не выжили. Допустим, с продуктами якутяне помогают, хорошо помогают. Он буквально в субботу, житель Александр, и он даже не стал фотографироваться, мешок жеребятины, мешок рыбы. Мешок, значит, там потроха и набор для холодца. Во время съемок в столовую пришла девушка с Иргылана, которая вручила небольшую, но весомую материальную помощь для того, чтобы социальная столовая продолжала свою работу. Мы начали 9 января. С 9 января по 23 января длился сбор, и мы смогли собрать 26 тысяч. И таких людей немало, однако чаще всего акты милосердия происходят безымянно, ведь добрые дела – большая работа, которая зачастую остается за кадром. Впрочем, оказать помощь и поддержать деятельность социальной столовой может любой желающий, в этом нет ничего сложного. Не стоит следовать принципу «сытый голодному не товарищ». Наши корреспонденты на протяжении нескольких лет следили за судьбой социальной столовой и в честь юбилея телеканала решили оказать дополнительную поддержку. В рамках акции «5 добрых дел» один из спонсоров сделал большой вклад, благодаря чему предприятие получит новое кухонное оборудование. Здесь, в этом неприметном месте, находится заведение с большой историей «Социальная столовая». Сюда приходят те, кто действительно нуждаются в помощи и поддержке. Именно поэтому «Социальная столовая» не должна оставаться без внимания. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Кстати, учреждение, о котором пойдет речь в следующем материале, тоже обладает большой историей, и оставлять его без внимания никак нельзя, что мы и делаем на протяжении нашей работы. Вообще, за эти годы телеканал «Якутия-24» реализовал ряд интересных проектов. Об одном из них мы говорим сегодня в течение этого праздничного эфира. Наша программа «Утро Якутии» вот уже второй год сотрудничает с Республиканским центром содействия семейному воспитанию. Благодаря рубрике «Пусть мама придет» за 2 года свои семьи нашли 30 детей. Подробности далее. Бережно и только с любовью. Именно с таким девизом вот уже много лет работает реабилитационный центр содействия семейному воспитанию. А в народе его называют «домом малютки». Здесь принимают и воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 7 лет. Дети поступают в приемно-карантинную группу и после этого переводятся в семейно-воспитательные группы. Здесь с ними работают более 100 специалистов – воспитателей, медсестер, нянечек и врачи разных направлений, которых объединяет одно – любовь к детям. Ай, молодец, еще сильно. Сильно. Ой, полетела снежинка, молодец. 4-летняя Саша старательно повторяет упражнения. Учитель-логопед проводит артикуляционную гимнастику. Обучение через игру – методика, проверенная временем для детей, задержка речевого развития. Ежедневно с детьми занимаются учителя-логопеды и педагоги-психологи. Они помогают адаптироваться к новой жизни, ведь большинство детей находятся в стрессе. От привыкания ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам зависит его дальнейшее полноценное развитие. Приятного аппетита! После завтрака у детей распорядок дня расписан по минутам. Помимо ежедневных занятий по образовательной программе, каждый воспитанник посещает разные классы. Например, класс Монтессори. Педагог Александра Гоголева показывает в действии известный метод обучения. Итальянский педагог Монтессори считала, что каждый ребенок от рождения стремится к знаниям. Все, что нужно сделать родителям и педагогам – создать развивающую среду. Дети обучаются
к стирке. Сначала с упражнения жизни практика начинается, потом сенсорики идут, потом дальше идут по изобразительной деятельности, по математике, по развитию речи. Основной показатель работы нашей – это устройство детей в семьи. Там, где возможно вкровные, там, где невозможно замещающие. По движению детей, которые к нам поступают, более 80% детей по итогам прошлого года устраиваются в семьи. Это один из главных показателей работы сплоченной команды единомышленников, которые трудятся в коллективе. Нас почти 140 человек. Программа «Утро Якутии» вот уже второй год сотрудничает с центром по рубрике «Пусть мама придет». За 2 года свою маму нашли 30 детей. К 5-летию телеканала «Якутия-24» организовала акцию «5 добрых дел», где от спонсора акции «Железной дороги Якутии» были безвозмездно переданы средства на покупку детской мебели, которую, кстати, центр уже планирует приобрести на этой неделе. Каналу «Якутия-24» мы также благодарны. Совместно с фондом «Дети Саха-Азии» у нас действительно проводится на системной основе работа по изготовлению паспортов, видеопаспортов детей, которые имеют статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И то движение, которое имеется, и «Утро Якутии», и программа не исключение, безусловно, способствует тому, чтобы дети устроены были в семьи. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Якутск. А теперь настало время раскрыть карты. Как раз к проекту «5 добрых дел» присоединился глава акционерного общества «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин. Именно наш герой помог дому малютки. Также с помощью канала «Якутия-24» от компании «ЖДЯ» средства получила хозяйка социальной столовой Ирина Борисовна Гузова. Наша коллега Полина Долинская в программе «Утро Якутии» пообщалась с Василием Владимировичем и узнала о том, как стать благотворителем. Конечно, когда ваш очень замечательный канал предложил поучаствовать именно в такой программе, которая будет адресная. И что самое главное, вот мы буквально сегодня определились с той помощью, которую мы вместе с вами окажем конкретным людям, в конкретной ситуации, в которую они попали. И для них это очень важно будет, что именно с помощью вашего канала вы нашли этих людей. Потому что мы промышленное все-таки предприятие, мы где-то какие-то мелочи не видим за результатами цифр, объемов и так далее. Мы не видим иной раз каких-то мелких вопросов, которые попадают люди в жизненной ситуации. А у вас больше сфера деятельности, вы больше адаптированы к населению, конечно, вы больше, лучше видите. Поэтому, когда вы это предложили, мы с удовольствием откликнулись на это и думаем, что когда будет десятилетие, это будет 10 добрых дел и так далее. А к столетию это будет целый спектр вашей работы. Конечно, это очень хорошо, и мы с удовольствием поддержали эту вашу инициативу. Зрители телеканала «Якутия-24» – самые необычные и креативные люди. Сегодня мы готовы вам представить удивительную историю о воссоединении семьи спустя почти полвека. Станислав Лукашевич – 75-летний житель микрорайона Кангаласы. Он является победителем республиканского конкурса стихов. Этот торжественный случай стал темой нашего новостного сюжета, после которого Станислава Петровича узнали и нашли его родственники из Калининграда, Латвии и Эстонии. О счастливой истории сначала и по порядку расскажет Марферина Алексеева. В прошедшем году к столетию якутской автономии был организован первый в республике конкурс авторских стихов «Моя Якутия». В редакцию новостей «Якутия-24» и НВК «Саха» поступило множество стихотворений со всех концов республики. Свои творения отправляли как взрослые, так и дети. Алмазом на солнце сверкай, наша Якутия, радостный край, сердце России алмазом сверкай. Однако, несмотря на сложный выбор, одно произведение произвело большее впечатление. Победителем конкурса стал автор стиха «Простые парни» Станислав Лукашевич. Он повествует о труде строителей, возводивших первые каменные дома в Якутске. Неудивительно, что строки стиха не оставляют равнодушными читающих. Ведь, как мы узнали позже, Станислав сам является тем простым парнем, который на протяжении 40 лет строил дома в самом холодном городе планеты. Сейчас-то уже практически зимой не строят, да? А мы вот и 50 градусов работали. Я помню эти монтажные петли, когда загибать начинаешь, они отлетают, как хрусталь. Для того, чтобы увидеть Творца воочию и услышать стих с его уст, мы отправились в Кангаласы и поздравили победителя. Блещишь, морозец лютый, аль хочешь план сорвать ты нам? Так не удастся, скажем, круто, пошел бы ты ко всем чертям. Звено монтажное, как взвод, выходит бой к своей победе.
Этаж за этажом растет назло морозу, непоседе. Связаться с победителем оказалось непросто. В процессе поиска мы узнали интересную историю. Оказалось, что у автора не было телефона. И чтобы отправить произведение в редакцию, Станислав Петрович отправился в местную администрацию, где с помощью специалистов оформил заявку. Проникшись историей, мы посчитали необходимостью в качестве приза вручить победителю смартфон. Своей творческой работой вы показали свое неравнодушие к простым труженикам, строителям нашей столицы и любовь к своей родине. Смартфон оказался очень кстати, так как продолжение истории победителя конкурса обрело еще более душевное и трогательное продолжение. С огромным приветом из самой западной точки России, города Калининграда. Меня зовут Людмила. И я хочу рассказать, как я увидела на Ютубе своего родного дядю Лукашевича Станислава со своим авторским выступлением «Простые парни», посвященный столетию Якутии. Мы с ним не виделись более 30 лет, но его невозможно было не узнать. Его добрые глаза, его темперамент, энергия. И я благодарна Богу, что я вновь обрела своего любимого, дорогого дядю Стасика. Я была, говорит, просто счастлива. И я, говорит, вот начала сразу созваниваться, искать эти все, знаете, и потом, когда нашла телефон, она, говорит, тут же позвонила. Как только ей нашли этот телефон, она сразу, я вот просто удивилась, думаю, надо же, это столько тысяч километров, да, такое это, да, и это. И поэтому мы с ней теперь каждый день на связи. Мы очень благодарны вашей передаче. Все так вот у нас получилось, и год такой удачный прошел. Теперь, несмотря на огромное расстояние, вновь воссоединенные родственники очень тесно общаются. Станислав Петрович со своей семьей даже запланировали поездку на родину, где спустя полвека наконец произойдет долгожданная встреча с вновь обретенными, горячо любимыми родными. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая реклама, очень скоро мы вернемся, не переключайтесь. Мы идем далее. Напомним, что сегодня в течение дня на ваших экранах был QR-код благотворительного фонда «Харысхал», перейдя по которому вы могли помочь детям, которые нуждаются в помощи. Благотворительный фонд «Харысхал» – давний друг телеканала «Якутия-24». Уже 12 лет фонд дарит возможности тем, кому они необходимы. Открывает новые двери и учит детей с инвалидностью и их родителей справляться с непростой реальностью. О многогранной работе благотворительного фонда смотрите в материале нашей коллеги Анны Пшенниковой. Харысхал – оберег, защищающий человека от бед, помогающий и направляющий. Именно таким стал для тысяч детей с инвалидностью одноименный благотворительный фонд. Много лет он учит общество относиться к особенным детям как к полноценным гражданам, помогает родителям найти опору, знакомит их с законодательной базой и, главное, превращает ограниченные возможности малышей в безграничные. Занятия в студиях фонда, где ребята могут себя раскрыть, показать, да, и, например, если они не могут попасть в какие-то студии для ребят нормотипичных, то в нашей студии абсолютно двери открыты. Это и анимация, это и керамика, это и фольклор, и театр. А еще занятия с логопедом, психологом, летние лагеря и зимние конкурсы, фестивали и клубы. Не остаются без внимания и взрослые. Консультирование, обучение родителей тому, как строить свою жизнь после того, как, например, был получен диагноз. Да, ребенком, как его воспринять, как дальше себя вести и что делать. Это в первую очередь проект «Ранняя помощь». Для родителей, кроме этого, различные семинары. Мы организовываем встречу с государственными органами, где можно задавать прямые и открытые вопросы и получать сразу на них ответы. Совсем недавно в Харысхале стартовал новый проект, ориентированный на подростков – молодежный инклюзивный центр «Среда», где юноши и девушки будут развивать способности в разных направлениях – от создания мультфильмов до ораторского мастерства. Занятия помогут подросткам найти свое место в жизни. Мы решили создать некую среду для наших детей, для нашей именно молодежи с инвалидностью и их сверстников без инвалидности. Такую площадку, где они смогут встречаться, знакомиться, узнавать что-то новое. Наша главная цель – это, конечно же, их досуг, да, молодежи с инвалидностью. Но не только, чтобы у нас было что-то развлекательное,
развлекательное, да, а также познавательное, то есть различные мастер-классы, встречи со спикерами, может быть, какие-то тренинги, да, для личностного роста, для того, чтобы наша молодежь, она развивалась, продолжала свой путь становления и чтобы вот как бы помочь им социализироваться. Сегодня Харысхал является самым крупным и многопрофильным фондом на Дальнем Востоке. Под его опекой находится 3105 детей. Он ведет постоянную работу с родителями и обществом, сотрудничает с профильными организациями по всей стране. И все это осуществляют всего 29 штатных и внештатных сотрудников. Порой этой сильной организации тоже нужна помощь, чтобы строить новую реальность для тех, кому она нужна, и давать им шанс на счастливую жизнь. И именно мы с вами можем ее оказать. Анна Пшенникова, Георгий Григорьев, Якутск. В течение всего дня телеканал «Якутия-24» получает свой адрес, поздравления и теплые слова. Также представители пресс-служб организаций лично посетили редакцию и познакомились с внутренней работой информационной службы. Нюансы работы и то, что скрыто от посторонних глаз, мы продемонстрировали гостям. Пресс-секретари и специалисты по связям с общественностью высоко оценили долгое и плодотворное сотрудничество. Смотрите сами. Расскажите, что были в студии «Утро Якутии». Хотелось бы, конечно, выразить большую признательность коллективу телеканала «Якутия-24» за предоставленную возможность побывать, скажем так, в недрах телекомпании, увидеть то, что, наверное, не видел никто и никогда, кроме работников, собственно говоря, самой телекомпании. Что касается коллектива, здесь действительно работают, наверное, фанаты, профессионалы своего дела. Спасибо вам большое. Еще раз с юбилеем. И самое главное, оставайтесь такими же терпеливыми, профессиональными, независимыми и оперативными. Сейчас в штате телеканала трудятся более 100 человек. Мы освещаем самые заметные события не только республики, но и страны. Корреспонденты находятся в разных точках Якутии. На текущий момент главные новости республики создаются в 20 филиалах, в том числе во Владивостоке и Москве. И как раз с нами на прямой связи сейчас наши коллеги из Москвы, Айсена Бурнашова и Максим Кардозу. Они на рабочем посту. В Москве сейчас проходит художественно-промышленная выставка «Форум. Уникальная Россия». Каждый регион привез на выставку изделия декоративно-прикладного искусства, живописи, народных художественных промыслов. Чем Якутия удивила посетителей «Уникальной России», узнаем прямо сейчас. Приветствую, друзья, приветствую, коллеги, всех с праздником. Нам 5 лет, мы уже взрослые, большие. И пока вы уже почти отдыхаете, мы на рабочем посту, да, Айсена? Мы вещаем из гостиного двора, где идет выставка «Уникальная Россия», куда привезли свои работы лучшие мастера со всей страны. И, конечно же, здесь есть и представители нашей родной республики. Давайте узнаем, чем же они удивляют, Айсена. А удивляют они, Максим, просто уникальными изделиями. Мне кажется, это настоящие произведения искусства. Здесь и гордость Якутии, кузнечное дело, якутские ножи, хомусы, мягкое золото, меховые изделия, изделия из конских волос. И, конечно же, красавица выставки – это якутский наряд 19 века, ее мастерица Анна Николаевна Семенова. Расскажите, пожалуйста, нам про свой костюм. Он называется «Буктах-сон». Здравствуйте, это Буктах-сон, начала 19 века. И вот материал я использовала из сукна, меха бобра, рыси и белки, и красной лисы, бисер и металлические бляшки. Костюм сам весит 16,5 килограммов, и мастерица создавала эту красоту 2,5 года, вы только представьте. И это реконструкция костюма 19 века. Анна Николаевна, а чем вы сейчас занимаетесь? Вы вся в деле. А я вот шью пятиглазый оберег. Я знаю, в вашей телеканале сегодня день рождения, и хочу подарить вам подарок. Мне нужна 1 минута. Здорово! Слушай, Максим, ты слышал, нам хотят сделать подарок. Да, подарки – это всегда хорошо. Но я хочу сказать, что якутскому представительству телевидения в Москве больше 20 лет. Сегодня здесь работает 2 бригады, и мы выходим в прямые эфиры не только из Москвы, но и из Петербурга, Новгорода, Сочи, Ростова, Нальчика. В общем, охватываем всю европейскую часть нашей страны и рассказываем о тех историях, которые, конечно же, связаны с нашей родной Якутией. Ну, насчет подарочка, что там, Айсена, у нас? А подарочек у нас, видимо, уже готов, да, Анна Николаевна? Что вы нам хотите подарить? Я подарок уже вот шила. Пятиглазый оберег вашему телеканалу днем рождения. Спасибо большое. Такая красота. Мне кажется, этот оберег будет на самом видном месте и будет приносить нам удачу, чтобы эфиры проходили гладко, без сучка и задоринки. Еще раз с праздником, друзья! С праздником!
Айсена, Максим, большое спасибо за теплые слова и, конечно же, поздравления. Ну и этот прекрасный подарок. Очень приятно вас видеть в этот праздничный день. Будем ждать от вас дополнительных новостей с выставки. Идем далее. Встреча Нового года в новом доме. Бабушка 82 лет, проживающая в аварийном доме, переехала в маневренное жилье. И не без вмешательства канала «Якутия-24». Напомним, в ноябре прошлого года, благодаря распространению в средствах массовой информации истории пенсионерки, об условиях, в которых она находилась, власти Якутска отреагировали на ситуацию. В какой сейчас квартире живет пенсионерка, какую помощь ей оказали жители республики, расскажет Светлана Амосова. Весной и осенью дом двигается, штукатурка падает, ни один начальник сюда не заглядывает. В ноябре 2022 года стало известно о ребенке войны, проживающей в аварийном здании в центре Якутска. Лидия Игнатьевна жила в этом доме с 1977 года, а это 45 лет. Она рассказала, что условия в квартире нечеловеческие и непригодны для проживания. Даже нет возможности нормально помыться. Чтобы принять ванну, пенсионерке приходилось ездить по своим знакомым. Тут холодно, не могу перезимовать. Тут сейчас холодно, если 50 градусов будет, вообще хана будет. Сейчас в сапогах сижу и ноги мерзнут. В 2020 году здание по Короленко 46 было признано аварийным, но в действующую региональную программу по переселению не попал. После публикации статьи в газете «Кым» и массового распространения в социальных сетях к Лидии Лыткиной выехала проверка во главе с мэром Якутска и прокурором города. Комиссией установлено, что действительно дом находится в ненадлежащем состоянии. Тогда прокурор заверил, что будет проведена проверка в действии должностных лиц. Предварительная, информация, опять-таки, исходя из анализа, который мы провели, и во взаимодействии с окружной администрацией, непосредственно с главой, этот вопрос также прорабатывался. В случае, так скажем, положительного исхода будут приниматься меры о расселении этого дома в текущем году, соответственно, его и сноса как аварийного жилищного фонда. В ходе выездного мероприятия бабушке предложено жилье в маневренном фонде до сноса аварийного дома. И сейчас ситуация оставлена на контроле прокурора республики. Было в случае предоставления маневренного жилья, вы готовы будете переехать? Да, готовы. Только с радостью. Открой! Поздравляем! Поздравляем! 29 декабря она переехала в новую квартиру. Там ее ожидал приятный сюрприз. Десятки индивидуальных предпринимателей и неравнодушных граждан за 3 дня собрали 200 тысяч рублей и помогли с покупкой всей мебели и техники. Лидия Игнатьевна живет в этой квартире уже практически месяц и полностью довольна всеми условиями. Самое главное, у нее появилась своя ванна. Ей полностью обустроили кухню, комнату. На кухне есть все самое необходимое, начиная от холодильника, микроволновки и плитки, заканчивая всей кухонной утварью. Шок был у меня. Я не думала, в такой дом попаду, в квартиру. Как в раю попала. Я не думала, так и все будут помогать мне. И всем благодарна до конца жизни. Помощь столь многих земляков растрогала Лидию Лыткину. Она призналась, что родилась в деревянном доме, и вся ее жизнь прошла именно в них. Теперь, в столь почтенном возрасте, ее мечта переехать в каменный дом наконец сбылась. Более того, на оставшиеся средства пенсионерки купили продукты. 30 килограмм мяса, овощи, фрукты и местные полуфабрикаты. Новый 2023 год. Она вместе с 17-летним внуком встретила в новом и, главное, теплом доме. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Пока мы смотрели сюжет, к нам присоединился гость. Это наш большой друг и коллега Афанасий Ноев. Афанасий Иванович, очень рады видеть вас в нашей студии. Сейчас вы работаете первым замминистра культуры и духовного развития Якутии. Буквально несколько лет назад вы были пресс-секретарем главы республики Александра Сергеевича Николаева. Афанасий Иванович, расскажите о вашей дружбе с телеканалом Якутия-24. Из чего все начиналось? Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые телезрители. Во-первых, очень приятно, что сегодня мы отмечаем именно 5-летие, одного из самых ярких, креативных
проектов телевидения нашей республики, средств массовой информации, потому что 5 лет назад мы не имели Якутию-24, так а сейчас могут смотреть, ну, не только в Якутии, да, в наших городах по республике, но используя мобильные телефоны, могут смотреть в любой точке мира. Также оно и есть, потому что наши земляки или кто интересуется нашей республикой, Якутия, они же смотрят, так? Поэтому у вас аудитория широкая, большая, так? Этим мы гордимся. А что касается нашей совместной работы, да, это, конечно, и как руководитель департамента информационной политики, и потом как пресс-секретарь, и потом я же здесь работал как президент национальной вещательной компании, это поэтому для меня это родной коллектив и родное телевидение, поэтому мне приятно было, когда меня уже ответственным назначили по работе СМИ, глава республики, да. Я, конечно, в первую очередь был уверен, что вы меня поддержите, что мы будем работать, да, именно в освещении деятельности главы, оно и получилось, да. И те вот эфиры, которые у нас идут с участием главы, это итоги месяца, это то, что делает глава в течение месяца, это передача, которая регулярно выходит, оно же как превратилось в систему же, да, оно действительно должно так и быть, открытое общество, поэтому мы с вами сделали открытым главу республики, так, этим я и горжусь, потому что вы же не только в эфире показываете, но вы потом показываете это все в мобильных устройствах, оно и шире, и потом у вас есть свои социальные сети же, это же здорово, вы шагаете именно по времени, так, по требованию времени, да, поэтому этим я и горжусь, что я, с одной стороны, ваш коллега, телевизионщик, но сейчас уже работаю в культуре, поэтому культура – это как бы восприятие жизни, это, с одной стороны, новые какие-то нововведения в культуре, да, а СМИ, кстати, это культура, опыт, смотреть тоже время, также. Действительно, Афанасий Иванович, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Скажите, что бы вы пожелали нашему каналу в этот юбилей? Ну, только успехов, так, удачи. И, конечно, у вас молодой коллектив, мы ожидаем, что будет очень много новых проектов. Так, кстати, вот проект «Танцуем», это же не только телеканал Якутия-24 у нас информационный, он становится развлекательным, то, что мы хотели, да, чтобы народ больше смотрел. И потом вот в течение дня вы проводили, ну, как бы акцию, так, именно помощь людям, так, поэтому, как бы, семьям, участникам специальной военной операции, поэтому мы со своей стороны, работники культуры, предлагаем именно билеты в театры и потом билеты в спектакли для семей участников специальной военной операции. Помощь той работе, которую вы сегодня провели и проводите, для освещения именно патриотического духа, именно тех семей, которые стали семьями участников специальной военной операции. Поэтому только удачи, успехов. Афанасий Иванович, большое спасибо за теплые слова, большое спасибо за предоставленные подарки детям участников СПО. Будем рады видеть вас у нас в гостях снова. Спасибо. Сейчас короткая пауза, не переключайтесь, мы очень скоро вернемся. В работе с молодежью воспитание патриотизма и любви к родине остается в приоритете. Проекты и акции, реализуемые бойцами и командирами алданского отряда юнармии на телеканале «Якутия-24», освещаются постоянно. Ссылками сюжетов и репортажей ребята делятся с родственниками, проживающими в других регионах. А многие школьники, узнавая о жизни сверстников, вступают в ряды юных защитников Отечества. Достижениями и планами ребята вновь поделились с нашими коллегами. Если образованный в 2016 году в Алдане первый отряд юнармии объединил 30 школьников, то сегодня подразделения детско-юношеского движения работают в Тамоте и в Нижнем Куранахе. Юные защитники Родины активно взаимодействуют с бойцами военно-патриотического объединения из разных регионов страны. Это видео штабного задания, выполненного в прошлом году представителями казачества Алданского района совместно с бойцами юнармии в городе Сочи. Генеральной целью поездки явилась организация летнего отдыха для маленьких якутян. Предлагаю дружить городами Алдан, Сочи.
Юные защитники Отечества принимают участие в региональных и всероссийских слетах и форумах, а также активно поддерживают республиканские и федеральные нравственно-патриотические проекты. Это кадры отъезда отрядов «Тындо». Алданские юнармейцы присоединились к агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны, мы – армия народа», объявленной Министерством обороны Российской Федерации. На нашем канале мы рассказываем о достижениях ребят и о результатах работы командиров. Сотрудничаем довольно-таки давно. Очень благодарны именно Якутии-24 за то, что за ее отслеживание нашей работы, наше продвижение патриотического воспитания в массы, те, которые доносят до жителей республики и до жителей нашей огромной страны. Огромной страны – это не случайная оговорка. Ссылками сюжетов и репортажей, выходящих на телеканале «Якутия-24», ребята активно делятся в социальных сетях и мессенджерах. Таким образом, о работе и победах юнармейцев знают как друзья и одноклассники защитников Отечества, так и родственники, проживающие за пределами Якутии. Смотрят и юноармейцы, смотрят и родители, и жители нашего района. Так же самое отправляют потом видео по всем своим близким и знакомым и остаются довольными, потому что именно ваш профессионализм умеет подчеркнуть именно то, чего мы хотим донести до сердец наших воспитанников и до жителей нашего Алдана, республики, еще раз говорю, страны. Поздравляя Якутию-24 с первым юбилеем, юные защитники Родины поделились планами на ближайшее будущее. В феврале на базе общежития Алданского политехникума состоятся курсы для бойцов Алданского и Нерюнгринского отрядов юнармии. Ожидается, что в боевых учениях примут участие порядка 80 человек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А прямо сейчас встречаем гостя. Он стоял у истоков телеканала «Якутия-24», был в числе наших родителей, можно сказать. Мы рады видеть в нашей студии генерального директора НВК «Саха» Олега Олеговича Маркова. Добрый вечер, Олег Олегович. За эти 5 лет достигнуты разные высоты. Очень интересно знать, какими же достижениями гордится наш генеральный директор. Во-первых, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемый коллектив «Якутия-24», который сейчас работает. Надя, Сергеева, поздравляю вас с 5-летием. Чем гордиться? Это, естественно, мы гордимся тем, что мы когда-то запустили, 5 лет тому назад запустили информационный телеканал. Информационный телеканал региональные телекомпании обычно не запускают, потому что это очень сложный формат. У всех есть такие, у 86, есть 86 телеканалов в регионах, да, и из них информационных только 3. Потому что это действительно очень сложный формат, и чтобы 24 часа вещать и информировать население, это сложно. И я горжусь тем, что мы когда-то начали, и уже нам исполнилось 5 лет. Ну и горжусь тем, что спустя 3 года, 2 года тому назад мы начали меняться как-то, да, то есть мы нашли тот коллектив, который будет работать, и у коллектива появилось желание, давайте мы еще и будем развлекать. И то, что появились у нас развлекательные эфиры, это тоже, мне кажется, для нашей республики это очень полезно. И, сегодня в течение дня вы очень много рассказывали, почему появился этот канал. Да, он появился потому, что действительно у нас был один телеканал, который вещал и на якутском, и на русском языке. И действительно, можно сказать, было несправедливо, особенно для русскоязычного населения, да, потому что половину дня смотреть на якутском языке невозможно, а потом смотреть на русском языке, это и ждать своей передачи на своем языке. Да. Вот у нас есть телеканал, который полностью вещает на русском языке, и действительно мы этим гордимся. То, что у нас большая республика, многонациональная. И, конечно же, я горжусь коллективом Якутии-24. Это очень хороший молодой коллектив, который с большим удовольствием работает ежедневно, информирует наше население. Ну и в завершении нашего общения, Олег Олегович, что вы пожелаете в наш юбилей? Во-первых, я хочу обещать то, что мы со своей стороны сделаем все, чтобы комфортно работалось коллективу Якутии-24, но коллективу я пожелаю и, скорее всего, мы будем требовать, чтобы было побольше креатива, чтобы всегда у вас было хорошее настроение, побольше интересных сюжетов, и, естественно, интересных передач. Олег Олегович, большое спасибо, но мы, в свою очередь, уверены в том, что мы эти задачи исполним достойно и будем продолжать радовать наших телезрителей. Спасибо. Спасибо.
Мы продолжаем наш эфир. Передача канала «Якутия-24» транслируется во врезках эфиров телеканала ОТР, пакета программ первого мультиплекса цифрового эфирного вещания. Вещание программы ведет филиал РТРС, радио-телевизионный передающий центр Республики Саха-Якутия с 211 объектов связи с охватом 390 населенных пунктов, что обеспечивает вещанием более 95% населения республики. И, пожалуй, одно из главных подразделений прозвучит прямо сейчас. На связи со студией из необычной локации, но все же недалеко от нас, находится наша коллега Марферина Алексеева. Марферина, добрый вечер. С праздником тебя. Мы передаем тебе слово. Приветствую, Надежда, приветствую, Сергей. Прошел великолепный праздничный эфир, но сейчас наша локация около телебашни, которая сегодня горит, уже загорелась. Наши корпоративные цвета – это красный и синий цвет. Ну и хочу отметить, конечно же, то, что нам сегодня благоволит даже наша суровая погода. На улице минус 35 градусов и никакого тумана. Жители и гости нашей столицы могут в полной мере насладиться этой нашей красивой телебашней. Ну и хотелось бы, конечно, отметить то, что эта телебашня высотой почти 226 метров, самая высокая телебашня в Сибири, 7-я по высоте по всей России. Ну и, конечно же, самая высокая конструкция на вечной мерзлоте. Ну и сзади меня, позади меня стоит наш коллектив, команда. Конечно, совсем не вся. Всего у нас около 100 человек, которые делают контент. Но сейчас, после вечернего эфира, собралась всего лишь малая часть людей. Многие, сейчас половина, работают в эфире. Здесь собрались корреспонденты, режиссеры, инженеры. Каждый из них создает контент, который вы смотрите на телеканале «Якутия-24» вот уже 5 лет. И я хочу сказать так. Дорогой наш телеканал, с днем рождения! Якутия-24! Дальше! Всем отличного настроения! Оставайтесь с нами! Смотрите Якутия-24! Все, коллеги, мы завершаем наш праздничный эфир. Сегодня с вами работала вся наша студия Якутия-24. Мы, коллеги, все, кто создает контент. Всем отличного настроения. Оставайтесь всегда с нами на Якутия-24. Марферина, спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям. Мы благодарим за теплые слова. Кстати, с первым и важным юбилеем нашего телеканала нас поздравили коллеги, которые ранее работали в Якутии-24. Они передают свои добрые пожелания и вам, дорогие телезрители. Дорогие друзья, коллеги, от всей души поздравляю вас всех с замечательным праздником, с нашим маленьким юбилеем телеканала Якутия-24. Оказывается, прошло уже 5 лет, а кажется, как будто это было буквально вчера. Потому что я хорошо помню, как мы собирали нашу студию. Точнее, не студию собирали, а превращали из столовки в уникальную студию. Через огромные окна, которых за нами тогда наблюдали и сейчас, наверное, наблюдают жители и гости нашей столицы. Я помню, как мы подбирали новый состав, набирали новых интересных телеведущих, ярких корреспондентов. Мы не спали днями и ночами, трактовали. Бывало даже, что кое-кто из шеф-редакторов плакал. В общем, были очень насыщенные, интересные дни. И с тех пор прошло уже 5 лет, и сегодня телеканал Якутия-24 превратился в большой бренд. Не только Дальнего Востока, но и с уверенностью могу сказать, что всей России. Поэтому я считаю себя счастливым человеком. Я проработала практически 20 лет на любимом якутском телевидении и последние годы посвятила становлению, созданию нашего родного телеканала Якутия-24. Всем своим коллегам, особенно молодым, я хочу пожелать, чтобы вы любили свою профессию, потому что она у нас уникальна и очень интересна. Каждый день нам дарит супер эмоции. Поэтому любите свою работу, и чтобы у всех и каждого было все замечательно. Побольше позитивных новостей и прекрасных, интересных проектов. Помните, что за вашими выпусками, интересными передачами наблюдает весь мир. Поэтому давайте работать.
Ну что ж, на этом наш праздничный эфир подходит к своему завершению. Мы благодарим в первую очередь вас, дорогие телезрители, что все это время вы остаетесь с нами на 21-й кнопке. Мы продолжим следить за развитием событий. Информационная служба телеканала «Якутия-24» ведет свою работу в круглосуточном режиме. Сегодня для вас в студии работали Надежда Саханская и Сергей Михедов. До новых встреч в эфире.